некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив Республики Саха-Якутия. Наша задача сегодня с вами, ну, во-первых, настроение у вас хорошее, вы написали, кто подключились, добрый день. А во-вторых, конечно, я бы хотела вас искренне от всей души поздравить, потому что проектирование – это творческий процесс, он очень сложный, мы всегда к нему идем очень долго, трудно, мы ищем партнеров, мы составляем команду, мы рассчитываем бюджет, мы рассчитываем свой план, мы планируем. Это менеджмент, это управление нашей некоммерческой организацией. Не у всех с первого раза получается. Я как генеральный директор фонда «Семья для ребенка» хочу сказать, что у нас получилось только с 3-го раза выиграть в этом конкурсе фонда президентских грантов. И, конечно, я вас поздравляю с тем, что вы большие молодцы, что значит с проектированием у вас все хорошо. И мы сегодня узнаем все-таки, что такое социальный проект, для себя еще раз подтвердим, но уже с точки зрения фонда президентских грантов, да, чтобы не запутаться. И я еще раз хочу поздравить. Самое главное, сегодня прозвучали такие слова, это не победа. Самое главное, это, конечно, и участие, но я думаю, это реализация проекта. И здесь присутствуют наши уважаемые, приветствую Аксиому, некоммерческую организацию. У нас присутствуют ресурсные центры Анжелика Тупицына, Александра Гурева, которые являются победителями этого конкурса, и они же будут сегодня спикерами. Это очень здорово, потому что мне не надо рассказывать те шаги, которые нужно сделать. Мы постараемся, как реализовать проект, достаточно кратко сегодня к этому подойти. Действительно, будет встреча на следующей неделе, ориентировочно четверг, себе пометьте, в 11 часов утра. Мы на этой же платформе Единого ресурсного центра сделаем встречу со Сбербанком, с представителями Сбербанка. Мы это делали после встречи с председателем правительства господином Солодовым, поздравляя первых победителей в этом году, в марте этого года. И это у нас уже традиция. Потому что есть нюансы, и вы, наверное, уже на себе их прочувствовали для открытия спецсчета и так далее. И, конечно, вот я солидарна. Недавно в группе Анжелика Тупицына написала для наших участников конкурса грантов главы, что, ребят, если вы не можете прикрепить какие-то там бумажки к заявке, то как вы будете отчитываться? Мне несколько дней на это понадобилось, чтобы все это осознать и проанализировать. И так как мы являемся сейчас администраторами по формальным признакам всех проектов, которые направляют нам некоммерческие организации на конкурс грантов главы, а вы знаете, наверное, что такой конкурс идет, и я сейчас понимаю, что действительно у нас есть такие заявители, такие уважаемые коллеги, которые разрабатывают проекты, но вопрос к ним такой, как они будут отчитываться. И поэтому, мне кажется, о планировании и об отчетности нужно подумать прямо сейчас. Ну, наверное, вы уже подумали в тот день, когда выиграли грант. Вначале приходит эйфория, а потом приходит чувство ответственности, как же, с кем, как сделать так, чтобы было целевое финансирование, чтобы отчитаться, и все было до копеечки реализовано, да, и главное, мы достигли с вами результата. Вот давайте мы сейчас с вами, уважаемые наши коллеги, сейчас мы немножко потренируемся и поработаем на платформе Zoom. Вам нужно зайти в чат. Я попрошу нашего координатора центра, Надежду Моисеевну, поставить ссылочку и пароль, да, циферки. Сейчас вы видите ссылку, вы зашли в чат, помахайте, пожалуйста, головой. Теперь вам нужно, это особенно будет успешно для тех, кто с ноутбука, с телефона чуть-чуть проблематично, наверное. Ваша задача сейчас скопировать этот пароль, вот я тоже копирую. Скопировали пароль? Или напишите на бумажке, а потом вставите. Скопировали пароль? Мы зайдем сейчас с вами в систему menti.com, которую используют наши коллеги других ресурсных центров. Теперь заходите по этой ссылочке в menti.com. Нажимайте на нее, и вы заходите. Зачем мы зашли? Давайте мы порассуждаем с вами, вставляя пароль.
и нажимая на Submit, что такое с вашей точки зрения социальный проект. И давайте мы с вами посмотрим, что такое социальный проект. Так. Хорошо. И ваша задача сейчас написать ваши варианты, что же такое социальный проект. Для того, чтобы мы с вами поняли, мы правильно с вами думаем или нет. То есть вы заходите по ссылке menti.com, я прошу на экран вывести презентацию. Надежда Моисеевна. Значит, сохранили пароль, вбили его в Menti и отвечаем на вопрос, с вашей точки зрения, что такое социальный проект, с чем его едят. Так, я на экране не вижу, Надежда Моисеевна, нашу презентацию. Сейчас. Угу. Давайте порассуждаем, что это такое с точки зрения нашего понимания, да? Надежда Моисеевна, включите звук, у вас все получается? Так. Кто-нибудь видит презентацию? Помашите головой. Видите? Хорошо. И у нас должно быть с вами, мы должны с вами увидеть, что такое социальный проект. Но у меня вот почему-то я презентацию не вижу на данный момент. У меня почему-то ее не видно. Вы видите, да? Так, вот сейчас открываю. Давайте посмотрим. С вашей точки зрения, социальный проект – это способ реализации своих «П». Что такое «П»? В чате напишите, пожалуйста. Социальный проект – это решение социальной проблемы. Социальный проект – это поддержка инициатив. С вашей точки зрения, социальный проект – это общественная польза, это ресурсы. Это развитие села, кстати, очень хорошее, действительно, это развитие территорий. Я соглашусь, что когда еще у нас появляется, не стесняемся, вы можете написать до 3 вариантов. Это развитие, это ресурсы. Вот прямо у нас с жирненьким стоит поддержка инициатив, отлично. Еще пишем. Давайте еще порассуждаем. Здесь нету, мне кажется, некоторых таких нюансов, которые вам пригодятся в социальном проектировании, потому что когда мы разрабатываем проект, это одно, когда мы реализуем, это чуть-чуть другое. Давайте рассуждать с точки зрения реализации. Все, грант у вас в кармане, проект впереди. Что это такое для нас? Так, это привлечение населения, отлично, это привлечение партнеров, это привлечение волонтеров, это привлечение соратников, у вас были письма поддержки, да, вы их прикрепили, но это не только письма, это реальные партнеры, которые сейчас будут участвовать с вами вместе в реализации проекта. Это время, да, проект, он действительно, он конечен во времени, общественная польза. Что еще? Инновации. Отлично. И вы знаете, что есть такой критерий в фонде президентских грантов для экспертов. Инновационность. И многим всегда очень сложно. Что я могу сделать для развития села такого инновационного, чего раньше не было? Это всегда действительно сложно, но в ваших проектах инновационность у многих точно есть. Социальный проект – это финансы, да. Вот там есть у нас, видите, ресурсы. И ресурсы вы четко знаете, да, что это человеческие ресурсы, это финансовые ресурсы, это временные ресурсы. Кстати, это информационные ресурсы. Нам надо с вами сейчас подумать, если у нас страничка в Инстаграме, если у нас сайты, если у нас соцсети, если у нас у коллег, у ваших партнеров какой-то баннер, висит ли он и так далее.
Вот с вашей точки зрения, значит, социальный проект — это следующее. Интересно, да, вы сами участвуете, сейчас участвуете в семинаре, то есть это не я придумываю, это вы. Финансы, что-то новое появилось? Пока не вижу. А давайте дальше мы с вами зайдем. Сейчас, опять же, мы заходим в чат. Мы заходим в чат. И у нас появится новое, да, сейчас новый пароль. Его напишут. И вы опять зайдете по ссылочке Менти и ответите на вопрос. Имеет ли ваша организация опыт победы в предыдущих конкурсах фонда президентских грантов? Вот запомните, пожалуйста, этот пароль, скопируйте его. Заходите опять по ссылочке в menti.com и набирайте этот пароль. И отвечайте на вопрос, имеет ли опыт победы в предыдущих конкурсах ваша организация. Речь идет о конкурсах фонда президентских грантов. И у нас сейчас должен высветиться слайдик. Так, звук ушел, да? Слышно меня? Кивните, коллеги, если слышно. Слышно? Сардана, может быть, что-то с динамиками? Слышно. Пишут, что слышно. Так, хорошо. Ждем презентацию на экране. Наверное, здесь есть победители, которые и не один раз, и не два побеждали. Вот мы смотрим. Это ваши ответы. Тут же социологическое исследование. Мы видим, что 45% из опрошенных, те, кто прошел по ссылочке и поставил «да» или «нет», уже... А здесь у нас вопрос другой был, коллеги. Другой вопрос. У нас второй вопрос был, Надежда Моисеевна. Имеет ли опыт победы в предыдущих конкурсах ваша организация? Не смотрим на этот вопрос, вы отвечали на другой вопрос, правильно? Коллеги, на какой вопрос вы отвечали? Про опыт победы? Алло, алло, меня слышно? Про опыт. Значит, мы не смотрим на вопрос. Или вы про ресурсные центры отвечали? Про ресурсные центры отвечали, да. Хорошо. Если про ресурсные центры, то так, но у нас тут что-то какой-то сбой. У меня был по списку, это второй вопрос, Надежда Моисеевна. Если за консультациями, то получается 45%. Если никогда не обращались в ресурсные центры, то 55%. Но я хочу вот что сказать. А в любом случае, я думаю, когда вы разрабатывали свои проекты, вы точно были на сайте фонда президентских грантов. Вы точно смотрели их вебинары, вы наверняка смотрели вебинары Единого ресурсного центра, вы наверняка будете обращаться в ресурсные центры, и сегодня Анжелика, Александра, мы дадим свои координаты для того, чтобы вы обратились к нам. Дело в том, что всегда очень сложно ориентироваться и отвечать на вопросы, поставленные перед очень сложным таким процессом, как реализация проекта. Вот, например, у нас всегда были вопросы по первичной отчетности на первых порах. Затем у нас были вопросы, как составлять аналитическую отчетность. И я бы рекомендовала всем зайти на сайт и посмотреть. Там у вас есть договор, вот в левом столбике на вашей страничке, и есть отчетность. Я бы посмотрела, что такое финансовая отчетность и что такое аналитическая отчетность. Это очень важно, да? Дальше, сейчас вы будете готовить договора, и возникают вопросы по Сбербанку, по открытию спецсчета, по тому, как составить ключевые контрольные точки. Бюджет, он будет сейчас у вас растянут помесячно на весь проект, а раньше вы делали только бюджет, да, на конкретные сроки от и до. И поэтому, конечно, я думаю, что ресурсные центры, они точно могут быть вам
в помощь. Хорошо, и сейчас все-таки я хочу, чтобы вы ответили на третий вопрос, который первоначально я задавала, но у нас тут какой-то произошел форс-мажор. Еще раз скиньте, пожалуйста, коллеги Менти. Вот, но надо ссылочку еще скинуть, Надежда Моисеевна, чтобы люди зашли сразу по ней. Вот этот пароль, вы его копируете и заходите в Менти. Да, вот сюда. И все-таки у нас вопрос, имеет ли опыт победы в предыдущих конкурсах ваша организация. Это для нас очень важно, для того, чтобы вы сейчас уже там ставите, имеет или не имеет. Так, а те, кто имеет, да, вот. Имеет ли ваша организация опыт победы в предыдущих конкурсах фонда президентских грантов? Посмотрите, у нас 20%, да, 4 раза. Ура, Анжелика, мы вас поздравляем, 4 раза, это здорово. Как-то меняется, да, на глазах. Получается 88, так, 89 у нас здесь участников, все-таки 80, поправляемся. Еще чуть-чуть подождем, идет, пока зашли, пока скачали, пока поставили. Угу. Имеет ли ваша организация опыт победы? Смотрим. 82% новички. Я вас поздравляю. И у вас действительно будет очень много вопросов. Я вас тоже с этим поздравляю. И все-таки вот когда мы отвечали на вопрос, что такое социальный проект, вот лично для меня социальный проект это ответственность. Это очень ответственное дело, потому что вы сейчас, что вы сделали, собственно говоря, в это сложное время для страны, для республики? Вы привлекли финансовые инвестиции в республику в виде федеральных средств, в виде гранта. И поэтому ответственность, конечно, колоссальна. Вот те, которые не в первый раз, а уже 4 раза победители, Анжелика поделится, как это 4 раза, это вообще здорово. Это просто хронические победители, я бы сказала, да, этого конкурса. И у нас только 18% те, которые уже имели опыт реализации проекта в конкурсе фонда президентских грантов. У него есть свои особенности, да, и мы должны это понимать. И понимать сейчас на берегу, не завтра, не после пандемии, а прямо сейчас начинать разбираться. 82% у нас получается новички. Хорошо, но сейчас я свою запущу демонстрацию презентации. Так. Угу. Видно, да, презентацию, коллеги? Хорошо. Значит, все-таки 2 слова скажу про ресурсный центр, и думаю, что наши коллеги тоже будут представляться. Это очень важно, если здесь есть коллеги и победители, которые никогда нас не видели в лицо, не знают наши телефоны, наши координаты. Это, конечно, будет хорошо, что мы с вами познакомимся, но могу сказать, что 7 из вас точно обращались в наш ресурсный центр, и мало того, наши эксперты проверяли ваши проекты. Вот этот факт есть, и мы точно знаем, что к Александре обращались, и к Анжелике точно обращались, и были некие проверки, во-первых, обучение, во-вторых, консультация, и в-третьих, экспертиза проекта. Да? Вот давайте мы посмотрим на определение с точки зрения фонда президентских грантов. Это важный момент, потому что, знаете, мы сейчас с вами играем по правилам игры фонда президентских грантов. Значит, с их точки зрения социальный проект, нам нужно понимать, что это такое. Во-первых, это комплекс действий, мероприятий, направленных на достижение цели. И давайте мы не будем забывать, у нас сейчас цель не реализовать проект, хотя это тоже, да, но главное достигнуть цели нашего проекта социального. Мы хотим изменить мир. Вы писали, что развитие села, развитие территорий, инициатива и так далее. Мы с вами можем сейчас содействовать решению социальных, экологических проблем и так далее.
получения заранее запланированных результатов. И это очень важно. Я что-то не помню, у нас там, когда мы с вами отвечали на вопрос «социальный проект», было слово «результаты». Кто-нибудь помнит? А самое главное – это достичь результата. У нас результаты с вами, насколько я понимаю, в 13 пункте заявки в разделе о проекте есть количественные результаты, а также у нас указаны качественные результаты. Так вот, когда вы будете подписывать договор с фондом президентских грантов, вы должны понимать, что вы этих результатов обязаны достичь. И если у вас написано 1000 жителей вашего, например, наследия примут участие в ваших мероприятиях, вы должны будете документально подтвердить, что 1000 жителей вашего наследия приняли участие в вашем мероприятии. Поэтому на результат, если мы не можем в эпоху пандемии, если у нас действительно продолжается эпидемия или форс-мажоры, пожары, наводнения и так далее, тогда я вам расскажу, что при этом нужно делать, но на результат мы должны ориентироваться. Для изменения существующей социальной проблемы. У нас была проблема, у нас есть, допустим, бродячие животные, да, у нас есть люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, у нас есть некоммерческие организации, нуждающиеся в комплексном сопровождении, консультировании, у нас есть некая проблема экологическая, допустим, на реке Вилюй, значит, мы должны каким-то образом изменить существующую проблему в сторону, конечно, улучшения и решения. Полностью мы не сможем с вами очистить реку Вилюй, но содействовать в этом хотя бы информационно или информационная какая-то будет кампания проведена, мы можем. И нужно понимать, и там очень хорошо было написано ресурсы, в нашем с вами первом упражнении, ресурсы, время, территория, команда. Да, и это нужно понимать. Вспомним нашу всю команду, которую прописали, вспомним территорию и не выходим за нее, только если вы расширяете, конечно, если у вас пошло дальше, приехали партнеры и так далее, но все четко, как прописано, мы с вами это распланировали. Дальше. Какие задачи победитель? Но это на мой взгляд. Коллеги меня поправят. Возможно, что-то надо добавить, что-то убавить. Но, на мой взгляд, нужно познакомиться и установить диалог с фондом президентских грантов. Что происходит сейчас? Я вам сейчас прямо кейсы приведу. У нас у ресурсного центра есть 3 кейса, когда непосредственно фонд президентских грантов в прошлом году на гражданском форуме обратился: возьмите на сопровождение некоммерческую организацию, не буду называть какого района, которые не сдали отчет. Вот о чем говорила Анжелика. Нет отчета, и мы ничего не можем сделать. Прошло полгода, нет отчета. Чем это грозит? Это грозит судебными исками. Это все очень серьезно. Деньги из федерального бюджета. Еще раз повторюсь, и здесь, конечно, просто замолчание какое-то не будет, потому что вы победитель, никакой скидки не будет. Поэтому установить диалог нужно. Второй кейс. Не так давно к нам в начале, кстати, пандемии, к нам обратился фонд президентских грантов, куратор с Новосибирска. Наши кураторы, они в основном находятся в Новосибирске. В диалоговом окне вы видите куратор, как его зовут, его электронную почту, телефон. Пожалуйста, сохраните себе, запишите, если что не так, если вы не укладываетесь в ключевую точку, если у вас проблемы с поставщиками, с контрагентами по вашим договорам. Если что-то идет не так, нужно всегда... Кураторы — это не страшные люди, это абсолютно адекватные эксперты, которые вам помогут и сориентируют. Значит, обращение было такое: еще один район, победитель фонда президентских грантов, он завершил проект, он отчитался, но не вернул сумму, которая у него осталась сэкономленной. И это продолжается полгода. Они обращаются к нам, они обращаются в правительство Республики Саха-Якутия. Недаром вас сегодня поздравлял заместитель председателя правительства, потому что если что не так, вся эта информация идет сразу же в правительство.
и мы сейчас никак не можем вернуть эти средства, потому что там действительно очень отдален он от административного центра, Сбербанк был закрыт, так скажем, на карантин, и надеюсь, что сейчас это разрешится, но вопрос есть. Поэтому телефон, контакт с куратором, диалоговое окно. Вы просто набираете текст в диалоге. Бывает, нам вербально очень сложно выстроить контакт. Тогда мы делаем просто, пишем в диалоге: «Добрый день, а вас беспокоит оттуда-то», хотя они видят, откуда вас беспокоит. «У нас такой вопрос». Вот мы буквально на этой неделе отправили запрос в диалоговом окне нашему куратору, мы тоже являемся победителями предыдущего конкурса, и перенести ключевые контрольные точки из-за того, что мы не можем сейчас выехать в Жиганск, в Тикси и в Батагай. И мы их перенесли по форме. Это надо делать заранее, потому что заканчивается ключевая контрольная точка 1 июля. Значит, до 1 июля мы должны все с вами решить. Если у вас вопрос какой-то, вы можете звонить нам. Да? Дальше у вас идет подписание договоров. А можете поставить крестик или единичку в чате, кто уже заключил договор с фондом президентским грантом. Мы тогда и так далее. Угу. Потому что действительно подписание договора иногда оно затягивается, потому что нужно открыть спецсчет в Сбербанке. Если у вас есть счет в Сбербанке, это не значит, что туда вам поступит первый транш. Вам транш поступит только при наличии сервиса e-инвойсинг. Нужно идти в Сбербанк и открывать спецсчет, на который, да, и только в Сбербанке, не Алмаз-Регионбанк, да, не еще где-то, а только в Сбербанке. И здесь, наверное, коллеги нам сейчас, которые ресурсные центры заключают договора, могут поделиться опытом. У меня, например, в прошлом году это заняло, в 2018 году, в первом нашем проекте, когда мы стали победителями, у меня на это ушло 4 дня. 4 рабочих дня. Такое раньше было. Сейчас чуть-чуть побыстрее, но мы видим у коллег в районах, есть проблемы со Сбербанком. Ну, то есть не то чтобы проблемы, а просто менеджеры не знают, как оперировать вот именно со спецсчетом. И тогда есть звонок другу. Кстати, там внизу тоже указан номер телефона Сбербанка, куда вы можете обращаться именно для реализации грантов фонда президентских грантов. Дальше. Вы должны все-таки проверить себя на отсутствие налоговой задолженности. Хоть вы и не прикрепляете никакую справку, но при подписании вы видите в разделе «Договор», что у вас на данный момент по нолям должна быть штрафы, задолженности, пени и так далее. Сведения из ИГРЮ поступают туда автоматически, но тоже для себя поймите, что тот руководитель, который на момент подписания, отправки заявки и подписания договора, он должен быть один и тот же. Здесь нужно соблюсти все юридические вещи, чтобы потом не было форс-мажоров. Заявку подавал Иван Иванович Иванов, а договор будет подписывать Петр Петрович Петров, потому что они уже успели подать изменения, допустим, в Минюст, да, и внести изменения в ИГРЮ. Поэтому здесь все нужно проверить. И по этапам ключевые контрольные точки. Здесь я бы хотела сказать, что это уже не календарный план. Вот. И здесь нужно будет чуть-чуть доработать, потому что ключевая контрольная точка по факту – это группировка мероприятий и ожидаемых результатов. И вот если у нас было, допустим, 6 выездов в первый квартал, допустим, да, этого года, 6 выездов в арктические районы в рамках проекта «Ресурсный центр Арктика», то я не должна, у меня в календарном плане было 6 отдельных мероприятий, да, с ожидаемыми результатами, и Жиганск, допустим, Батагай, Тикси, Оленёк, Анабар и, ну, допустим, Усьяна. Но когда мы с вами формируем ключевые контрольные точки, мы должны это все соединить и написать: проведение выездных мероприятий в 6 арктических районах.
объединить все ожидаемые результаты, которые у вас расписаны были в календарном плане, но не выходить за рамки, а в итоге, когда вы все свои ключевые контрольные точки соедините в одно, у вас полностью пункт 13 заявки о проекте, ожидаемые результаты количественные, должны совпасть. Вот это обязательно проверит ваш куратор. То есть ключевые контрольные точки, у меня было 15 мероприятий, а стало ключевых контрольных точек в итоге меньше 10. Я думаю, по-моему, 8. То есть наша задача это все объединить. Это нужно чуть-чуть поработать, чуть-чуть как бы уже укрупнить свое планирование, то, что было подробно по месяцам, можно растянуть, но это все будет по этапам. Вот, допустим, в нашем проекте это 3 этапа. Для чего это делается? Следующий момент это бюджет. Бюджет, он тоже будет растянут по месяцам. И вам нужно будет так спланировать, чтобы в первом этапе, в вашем начальном этапе, именно вот эти мероприятия были проведены, еще и зарплата, кому сколько положено, да, еще и офисные расходы, и обслуживание в банке, и приобретение, и так далее. И что-то вы ставите в первый этап, что-то во второй этап, что-то в третий этап. Для чего нам этапы? Для траншев. Сразу вся сумма не падает. У нас, если 3 этапа, значит 3 транша. И вы должны понимать, что вам будет перечисляться, мне коллеги, надеюсь, подтвердят, чуть больше, чем положено, с переходом на следующий месяц, для того, чтобы вот эти форс-мажорные там выплаты, допустим, офисных расходов, зарплаты и так далее. Но у вас будет чуть больше. И вы, некоторые, может быть, будете удивляться, вы планировали 1 000 000 получить в первом транше, а вы получили 1 200 000. Вот эти 200 000 будут именно на следующий этап, на первый месяц. Это просто советы. Вот советы я бы назвала, может быть, бывалого, если можно так назвать. Перед тем, как вы формируете ключевые точки, вы должны 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. От того, как вы их поставите, изменить их будет очень сложно. Мы меняем ключевые контрольные точки только если вот сейчас пандемия, мы не смогли вылететь в Тикси, в Жиганск, в Батагай. Если Тюмень, мы должны были выехать в Тюмень, но Тюмень мы перенесли с мая теперь на сентябрь. Да, внутри мы можем это делать, но, соответственно, и бюджет придется менять. Поэтому сейчас вы можете понять, что больших массовых мероприятий до конца, наверное, августа вы провести не сможете. Был указ главы Республики Саха-Якутия о том, что культурно-массовые мероприятия все переносятся на поздний срок. Поэтому, если у вас был флешмоб, акции, фестивали, парады, то, конечно, их нужно поставить чуть позже, но точно не июль, да, и август сомнительно. Вот, допустим, у нас было мероприятие «Гражданский форум Республики Саха-Якутия» внутри нашего проекта, и мы не знаем, как оно будет проводиться. Будет ли оно проводиться онлайн, будет ли оно перенесено на сентябрь или вообще не будет. И мы об этом ставим уже заранее в известность наших коллег-кураторов. Один в поле не воин, у вас есть партнеры, у вас есть соратники, у вас есть волонтеры, у вас есть эксперты. И эксперты, в том числе мы, ресурсные центры. Обращайтесь. Дальше обязательно посмотрите аналитический отчет. Что это, с чем его едят. Посмотрите уже сейчас. И вот у нас в фонде, допустим, за аналитический отчет отвечает Надежда Моисеевна Наговицына. Она у нас координатор. За финансовый отчет отвечаю я, как генеральный директор, и это не значит, что у меня бухгалтер сидит и делает, если честно, финансовый отчет. Финансовый отчет по фонду президентских грантов я делаю сама. Хотя я не бухгалтер, не финансист, не экономист. Мне сложновато, но я считаю, что руководитель четко должен знать. Если у вас есть великолепный бухгалтер-экономист, он, конечно, может вам составить, но вы должны все проверить, потому что это вы будете ставить свою подпись через систему e-invoicing и отправлять. И там уже будет сложно что-либо. Доработать можно, но лучше опять 7 раз отмерить, 1 раз отрезать.
Значит, в аналитический отчет все документы, подтверждающие тысячи человек, которые вышли на флешмоб на слеге. Документы какие? Фото, ссылки на соцсети, а в соцсетях фотография ваших коллег. Дальше издания какие-то были, литература, списки, обязательно списки. Провели вы родительское собрание для родителей города Нерюнгри. Обязательно списки, фамилия, имя, отчество, желательно телефон, электронная почта. Если честно, никто не отрицает тот факт, что куратор по одному из телефонов позвонит и проверит, действительно ли Иван Иванович Иванов, наш любимый, был на этом родительском собрании. Поэтому я не советую что-то, как сказать, подтусовывать и делать лучше, пусть будет меньше, но это будет реально, тогда вы напишите письмо. В связи с пандемией вместо 1000 смогли прийти 200. Не пришли 65-летние и старше, не пришли дети и так далее. Здесь должно быть все прозрачно. Мы не коммерческие организации, мы создавались для открытости, прозрачности, доступности и так далее. Финансовый отчет, что туда входит? Вы будете сканировать все договора, оказание услуг, трудовые договора, и у меня совет срочные трудовые договора делать на время проекта, акты к договорам оказания услуг возмездного, документы первичной отчетности, ну, наверное, коллеги лучше расскажут, все УПД, значит, накладные, счета, фактуры и так далее, все, что договора с арендодателями, да, вот это все необходимо собирать. Перед отчетным периодом вы это все должны отсканировать, перевести в формат PDF, и через систему Сбербанк Бизнес Онлайн вы это будете все отправлять. Никакой электронной почты, никаких бумажных отчетов, ничего этого не будет. И форс-мажоры никто не отменял. Мы сейчас живем уже несколько месяцев в форс-мажорных обстоятельствах. В договоре они так и прописаны, Фонда президентских грантов, обстоятельства непреодолимой силы. Что делаем? И об этом говорил Илья Чукалин, генеральный директор фонда, об этом во всех вебинарах. Следите за вебинарами, смотрите методические рекомендации. Есть методические рекомендации для составления аналитического отчета, есть методические рекомендации для составления финансового отчета. И сейчас есть очень много вебинаров. У них есть канал достаточно маленький, по 20 минут и так далее. И форс-мажор, звонок, письмо куратору. Обращайтесь к нам в ресурсные центры. И я пишу администрация. Почему администрация? Потому что мне кажется, вот есть, у меня пример был, организацию возглавляет инвалид первой группы. И у него были сложности с отчетом. И я считаю, что если инвалид первой группы привлек в ВУЛУС грант, об этом нужно поставить администрацию. И я считаю, что если сложно кому-то в силу каких-то обстоятельств заполнить отчет, отправить или есть сложности, я считаю, что в каждой администрации у вас есть специалисты, которые, иногда это замглавы сами, которые курируют НКО. В каждом районе мы их знаем лично, мы со всеми познакомились, держим связь, и где-то это очень активно, а где-то это необходимо сделать. Потому что вот в одном из районов мне пришлось вылететь в декабре именно по устранению проблем по отчетности, в декабре 2018 года, и там была рабочая группа создана именно в администрации. То есть вот на местах это тоже можно сделать. Ну и это такое отвлечение. Я все-таки считаю, что ваши проекты, они идеальны, нужно стремиться к идеалу. И почему, и как вы думаете, почему на проектирование, напишите, пожалуйста, в чате, давайте маленько обратную связь сейчас установим, напишите, пожалуйста, в чате, как вы думаете, почему из федерального бюджета выделяются миллиарды рублей для поддержки социальных проектов? Ваше мнение? Почему?
Напишите, пожалуйста. Это очень важно, да. Почему? Потому что вообще сейчас на проектирование беспрецедентно мы видим 11 миллиардов, фонд Потанина выделяет, Тимченко, фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, соработничество, 56 миллионов гранты главы Республики Саха-Якутия. Почему все-таки на проекты? Да потому что они основаны на знании того, что уже делается в этом направлении. Они легко тиражируются в других местах. Сегодня вы сделали только в Кобяйском улусе, а завтра этот проект можно реализовать в 13 улусах республики. Дальше. Проекты имеют значение, выходящее за местные границы. Вовлекаются другие организации, партнеры. Идет такое движение. Представьте, государственное бюджетное учреждение, которым очень сложно шаг вправо, шаг влево, они из бюджета финансируются. И представьте ваши проекты, особенно региональные или даже те, которые выходят за пределы. И методы оригинальные, дешевле используемых в настоящее время. Социальный проект, реализованный НКО, он дешевле во много раз. Поэтому нам сейчас доверяют средства на то, чтобы мы с вами каким-то образом пытались реализовывать проекты, решать проблемы, улучшать наше качество жизни в конкретной территории. И еще, мне кажется, очень важно и считается высшим пилотажем, на мой взгляд, когда проект основан на развитии самопомощи среди самих клиентов или благополучателей. Ну, допустим, у нас проект «Наставнический центр для выпускников детских домов». И мы пляшем и поем, и делаем все для того, чтобы помочь в социализации выпускникам детских домов. Но очень важно, и это оценят эксперты Фонда президентских грантов точно, что ваши выпускники детских домов становятся волонтерами, наставниками, вашими координаторами, помощниками, потом входят, я не знаю, вплоть до того, что входит в ваш штат. Вот это очень круто, и об этом в письменном виде вы можете только в аналитическом отчете вставить, что вы достигли, вы даже не планировали, что ваши, допустим, подопечные, ваши благополучатели, люди в трудной жизненной ситуации, сами стали помогать и сами стали волонтерами вашему проекту. И теперь, значит, я хочу сказать про наш ресурсный центр. Во-первых, это экспертные услуги, но вот сейчас чем мы занимаемся? Уже 2 недели. Мы проверяем все проекты по формальному признаку, которые поступили на конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия. Дальше, сейчас вы присутствуете на семинаре, который мы проводим, также тренинги. Мы разрабатываем социальные технологии, которые внедряем. У нас есть опыт в Мадутском наследии Намского улуса, а в этом году социальную технологию социального сопровождения граждан в трудной жизненной ситуации мы будем внедрять в 3 районах Республики Саха-Якутия: Оленёкский, Горный, Намский. Дальше, сейчас, и мы, уважаемые победители, пользуясь случаем, вам отправим на почту или в WhatsApp, мы проводим исследование потенциала гражданского общества. Нам очень важно, чтобы вы, как руководители НКО, ответили на вопросы. Это важно для того, чтобы понимать, как сектор развивается, какие у нас запросы, проблемы, и как нам вместе решать их. И, конечно, вот консультации. Онлайн-консультации раньше были реже, были в основном офлайн, все приходили к нам в офис, но теперь мы работаем только в онлайн. И советую вам использовать, видите, так получилось, что нас сейчас в такие платформы, как Zoom, РЦИТ направили. Мы, допустим, каждый день совещаемся, у нас планерки проходят на платформе Discord, и нужно это изучать, смотреть. Я понимаю, что где-то плохой интернет, но все-таки онлайн. Получается онлайн. Так, дальше. И это наши координаты. Вы можете их сохранить. Вы можете их сохранить. Наш телефон администратора, наша почта, Инстаграм.
наш сайт и офисы. Я надеюсь, что мы в реалии с вами встретимся. У нас запланировано много выездов в этом году. Мгм. Хорошо. Так, ну что, я вот сейчас буду выходить из демонстрации, да. Сейчас, вот когда в демонстрации находишься, не видишь чата, к сожалению, я прочитаю, для чего же все-таки нам выдают с вами гранты на проекты, чтобы установить связь с обществом, повышение гражданской ответственности, согласно гражданское общество, на развитие, чтобы быть в курсе основных проблем в регионах, селах, поддержать их, для улучшения качества жизни, привлечения, поддержка добровольцев для реализации социально значимых проектов, решения социальных проблем. Абсолютно согласна. Охват населения для решения проблем. И здесь присутствуют люди, которые являются социальными предпринимателями, кстати, которые осуществляют свою деятельность для людей, которые попали в кризисную ситуацию. И сейчас у них проблемы, они изменились, они стали еще глубже, так скажем, острее, и, конечно, соответственно, в рамках проекта, да, еще мы разгружаем функции госорганов. Допустим, социальная столовая у нас есть, ее не устроили, да, сотрудники администрации города Якутска. Ее сделал социальный предприниматель, наш уважаемый, который достаточно известная, госпожа Гузова. И мы, кстати, мы видели ваш проект, который вы направили на конкурс грантов главы. Вот это проект. Это когда не может администрация, когда действительно органы власти не могут и не должны этим заниматься, тогда мы идем на помощь. Хорошо, но сейчас я хочу дать слово нашим уважаемым коллегам. Анжелика Тупицына, четырежды хронический победитель. Я прошу вам, что вы хотите нам сказать. Если у вас есть вопросы, коллеги, вы можете их писать в чат, и мы в конце будем на них все совместно отвечать. Спасибо. Микрофон включите, пожалуйста, Анжелика. Микрофон включите, пожалуйста. Да, Всем добрый день. Всех поздравляю. Я вот хотела бы сориентироваться по времени. У нас сколько времени в общей сложности? Ну, мы вообще планировали до 12, мы можем и чуть больше, Не это слышу. ведь нужно нам всем. Вас не слышно, Ольга. Не слышно? Я сейчас напишу. 12-12:30. Хорошо, я буду достаточно кратко, потому что я думаю, что уже 1,5 часа мы, в принципе, находимся в сети. Пока торжественное мероприятие, все получили благодарственные письма, надеюсь, прикололи себе на рабочий стол. Все довольны, все счастливы, всех я тоже поздравляю. Ольга Анатольевна правильно заметила, мы становимся победителями уже в 4-й раз Фонда президентских грантов, ежегодно практически с 2016 года. И здесь можно проследить такую динамику, как меняются требования, ужесточаются, наверное, появляется все больше прозрачность по использованию средств гранта. И наша с вами задача сегодня это посмотреть, во-первых, это то, что касается новичков, да. Я вам предлагаю сейчас зайти в свой личный кабинет. Там вы должны находиться довольно часто, потому что там у вас будет идти вся работа над проектом в плане отчетности. Также диалог с фондом. Если что-то возникают, какие-то трудности, Ольга Анатольевна правильно заметила, сейчас форс-мажор, но он бывает достаточно часто, да, возникают какие-то вопросы по проекту, что-то приходится перенести, остаются какие-то там деньги на одной статье расходов, вы хотите все равно их использовать, можно ли перенести. Вот эти вот все движения, все эти вопросы вы ведете диалог с фондом. Если вы зашли в меню, с левой стороны у вас видно, в первую очередь, что вы видите, это ваш куратор. Это фамилия, имя, отчество, телефон, как видите, это Новосибирск, и электронная почта.
Если вы сейчас нажмете на диалог с фондом, то откроется окно переписки с вашим куратором. Это очень важно. Что-то у вас, если происходит, в первую очередь, что вы делаете, это вы пишете своему куратору. Имейте в виду, что вся вот эта переписка у вас считается официальной. То есть, по сути, вы ведете официальную переписку с фондом. Там сейчас находится, вот у меня уже открылся, я не знаю, у всех открылся. В этой переписке вы можете задать любой вопрос. Это касается и финансов, это касается ключевых контрольных точек ваших. Еще что-то у вас возникает, например, у вас лежит маршрут, заложен в Чукурдах, а у вас не получается туда вылететь, и вы хотите поменять пункт назначения. Это тоже необходимо говорить с куратором и обосновать, да, почему я не лечу в Чукурдах, а лечу в Тикси, например. Да. Такое тоже может произойти. Поэтому здесь, в зависимости от куратора, если потребуется официальное письмо, то они тоже вам вышлют эти бланки. А бывает, что достаточно будет одной переписки вот, в вашем диалоге с фондом. Также, если вы сейчас открыли это меню «Диалог с фондом», видите, да, что можно прикреплять файлы. Также есть такое меню, которое выпадает, это «Общие вопросы». Если там нажать, то вы увидите и вопросы финансовые и так далее и тому подобное. То есть сейчас, если раньше со стороны фонда президентских грантов один куратор курировал все вопросы, то сейчас это разные люди, разные специалисты фонда, которые курируют разные вопросы. То есть есть там финансовое сопровождение, аналитический отчет, финансовый отчет. То есть по мере реализации проекта, по мере заполнения, по мере того, как вы работаете в вашем личном кабинете, возникают вопросы, вы можете поменять. В теме вопроса поставить непосредственно вот из этого меню выбрать, куда относится вопрос. Если бухгалтерия, значит финансовое сопровождение, например. Да? Пока вот это то, что касается новичков и вообще всех, кто сейчас выиграл, в том числе и нас. Слева вы видите, значит, меню проекта. Это заявка, печать заявки и договор. Пока отчетности у вас здесь нет. Она у вас появится, как только вы отправите договор на подписание, он будет подписан, и вам поступят деньги на счет. После этого у вас добавится в этом вот меню проекта дополнительная кнопка, она будет называться «Отчетность». Если вы туда уже в дальнейшем зайдете, но я думаю, что у нас будет еще один семинар, посвященный этой теме, потому что там надо внимательно рассматривать все меню и быть готовыми к тому, что, вот, как Ольга Анатольевна правильно заметила, очень многие не видят, сколько средств остается, где их можно увидеть и посмотреть. Это вот как раз там все можно будет объяснить и увидеть. Сегодня у нас все в электронном виде идет. Если мы сейчас зайдем на кнопку «Договор», то увидим основное меню договора. Какие документы необходимо приложить. Это вот открытие спецсчета, токен. Настоятельно рекомендую нашим вузам. Да, мы с этим уже сталкивались и не раз, и не два, и, к сожалению, уже даже не три. Сбербанк. В чем проблема? Проблема в том, что у нас, конечно, здесь интернет очень слабый, особенно в ВУЗах. И подключить, даже если вы открыли счет, подключить токен, пройти всю процедуру выпуска электронной цифровой подписи, подписания договора, это будет очень длительный процесс. Поэтому, если вы находитесь в городе, пока у вас этот процесс не завершен, я очень вас прошу не уезжать, потому что это потом затянется на очень долго. Если вы думаете, что вы оттуда сможете, нет, не сможете. К сожалению, мы с этим уже сталкивались, мы это уже знаем, как все происходит. Поэтому пока у вас токен не подключен 100%, пока вы не выпустили электронную цифровую подпись, пока вы не зашли туда и не подписали договор, не уезжайте, если вы находитесь сейчас в городе. Вот это вот я вам сразу говорю. Потому что, да, Сбербанк вам там будет гарантировать и так далее и тому подобное. Ну, возможно, но
интернет у нас в республике слабый, к этому надо быть готовыми. Также у вас в этом же меню слева находится работа с ПАО Сбербанк, есть телефон горячей линии. Он вам будет пригодиться, если будет нужен, когда вы будете подключать токен, активировать его. По этому телефону придется вам звонить и неоднократно. Пожалуйста, смотрите внимательно. Здесь же находится вот инструкция по выпуску электронно-цифровой подписи, подключение ЕВОСинка в вашем личном кабинете в Сбербанке. Теперь самое главное. Вот ваш личный кабинет на портале Фонда президентских грантов и личный кабинет в Сбербанке, они с собой взаимосвязаны. Все, что у вас происходит здесь в личном кабинете на портале, все документы, которые вы отправляете, они уходят в личный кабинет Сбербанка и подписываются там. Если вы сейчас увидите договор, вот он у вас там на стадии рассмотрения, допустим, вот у меня, во всяком случае, в фонде, дальше фонд его рассмотрит, и вы увидите здесь о том, что фонд сам направил в ваш личный кабинет Сбербанк договор на подписание. Если он у вас уже, конечно, открыт, он у вас там подпишется, вы его подпишете, зайдете там. То есть это вот такая связь, портал и Сбербанк. Поэтому он и называется специальным счетом в Сбербанке, потому что, во-первых, он подключен к порталу Фонда президентских грантов, во-вторых, все движения денежных средств, которые происходят у вас в Сбербанке, Фонд президентских грантов тоже видит. То есть вы не можете просто так отправить деньги куда-то контрагенту, ошибочно и так далее и тому подобное. Фонд это видит и иногда запрашивает дополнительные какие-то документы, договора. Так что к этому тоже надо быть готовыми. Дальше. Это то, что касается оформления договора. Ну, значит, документы вы видите, да? Вам нужно будет ввести номер счета, подколоть там, если это необходимо, справку из налоговой, если у вас там будут. Кстати, это тоже обязательное требование фонда. Если у вас там задолженность 1000 рублей, вас попросят ее погасить, прикрепить. Это тоже такое бывает, с этим мы тоже сталкивались. Поэтому надо быть тоже к этому готовыми. Что фонд президентских грантов, непосредственно портал, он также напрямую связан и с налоговой. Даже если вы еще свои пени не увидели, то фонд их видит. К этому тоже надо быть готовыми. Перейдем на вкладку «Ключевые контрольные точки». Очень важная вкладка, и предыдущий оратор на ней специально остановилась и сделала правильно, потому что вы по ним будете отчитываться. Вообще отчет, в первую очередь, фонд президентских грантов самый такой мощный акцент делает на аналитический отчет. То есть финансовый отчет у вас может висеть первый этап, второй этап, и будет принят только там на 4-м этапе, ничего страшного в этом нет. А вот аналитический отчет вас будут рассматривать под лупой, особенно если вы первый раз стали победителем. И после принятия аналитического отчета к вам поступят деньги второго этапа. Вот насколько важно держать всегда в уме, что вам надо будет отчитаться. И в первую очередь отчет у вас спросят аналитически, спросят по вашим результатам, по тем ключевым контрольным точкам, которые вы сейчас проставите. В принципе, они у вас, у многих уже, может быть, стоят автоматически. Здесь где-то, может быть, требование фонда их доработать. Посмотрите их, пожалуйста, внимательно, потому что вот эти все результаты, там, мероприятий приняло участие 20 человек, 20 добровольцев, вам их нужно будет показать. Поэтому первый шаг, который вы делаете, это сразу подготовимся к аналитическому отчету. Будем знать, что он у нас будет. Поэтому обязательно фотографируем все вокруг. Любое мероприятие. Куда-то вы приехали, вытащили чемоданы, сфотографировали, потом вы их раскладываете и фотографируете еще раз. Все, кто приходит к вам в мероприятие, фотографируем. Делаем общие снимки. Делаем списки. Собираем подписи, потому что это все то, что вам пригодится в отчете. А это вот, оно должно быть обязательно. Далее. Также плотно работаем со средствами массовой информации. Провели мероприятие, подготовили пресс-релиз, отослали посредством массовой информации. Или в наш ресурсный центр. Мы это сделаем за вас. То есть разошлем, подготовим, но нам нужна фактура. То есть с вашей стороны должны быть хорошие фотографии и какая-то фактура текстовая. Это все то, что вам опять-таки будет нужно в отчете, потому что в отчете есть отдельно взятая графа
это публикации в СМИ. Туда входят обязательно ссылки со всех электронных СМИ. Если у вас были где-то публикации в газетах, каких-то печатных изданиях, значит, нужно будет сделать сканер и также прикрепить. Если, значит, это видео, телесюжеты, значит, это тоже нужно будет загрузить в сеть, на YouTube, потом прикрепить ссылку. То есть к этому надо быть морально готовыми. Если что-то не получается, любой вопрос, еще раз напомню, пишем куратору, не делайте ничего самостоятельно, потом будут проблемы. Проблемы не нужны ни вам, ни нам. Как вот Ольга Анатольевна говорила, что приходится, вот, ну да, приходится. У нас был такой показательный пример, один из таких шикарных проектов, аналитическая отчетность на ура, все отлично, но не успели там, итоговый отчет, он составляется до 30 числа, особенно финансовый, да, отчетного периода. То есть финансовый отчет, он закрывается 10, допустим, числа, а все платежи, в том числе возврат средств, надо будет провести до 30 числа. Это уже когда итоговый. В том числе закрыть вообще, то есть осталось вот 32 рубля, они повисли, они висели 2 месяца. Потому что счет дальше блокируется, не так просто будет обратно, поэтому вот эти требования надо будет соблюдать обязательно и сделать это все заранее. И в итоге у нас вот так победитель шикарно все отработал, но висело еще 2 месяца. Пока мы подключили, пока мы разрешили, пока вот это у нас все прошло. Ну, зачем эти проблемы нужны? Тем более, если кто-то из вас будет подавать и в следующие этапы конкурсов, то вам нужно иметь хорошую, скажем так, кредитную историю в фонде президентских грантов. А это значит, один, всегда быть на связи. Если что, обязательно пишем куратору. Отчетность всегда на высоком уровне. Делаем все. Лучше сделать больше, чем что-то не доделать, что-то не учесть. Это очень важно. Итак, контрольно-ключевые точки. Здесь вам необходимо, в принципе, если вы уже стали победителями, в этот раз конкурс был достаточно жесткий, очень большая конкуренция. Если вы прошли, значит, контрольно-ключевые точки у вас все-таки стоят правильно, то есть описание, да, в прошедшем времени, что у вас готово, сколько приняло участие, это у вас есть. Дальше мы переходим во вкладку «Бюджет». Итак, бюджет. Суммы у нас с правой стороны все верные, наверняка, но бюджет, он раздроблен. Бюджет, он раздроблен. Я что-то не вижу вообще. Бюджет, он раздроблен, поэтому, в принципе, будет, наверное, и фонд, в принципе, президентских грантов всегда идет навстречу, если вы его приведете в такой порядок, удобный вам. То есть здесь можно будет подсобрать суммы поэтапно. Допустим, если вы планировали там, ну, здесь обычно, как делаю я, открываю вот этот бюджет, я открываю бюджет заявки непосредственно. И там вот уже дорабатываю, да, если у меня заложена зарплата на определенный период, я ее также в бюджете суммирую и привожу такой соответствующий вид. Тогда не будет этих копеек. То есть привожу в соответствии с заявкой, как оно у меня там было заложено. Вы можете сделать то же самое, оно будет вам удобнее работать. Далее, переходим к оформлению договора. После того, как вы все сделали, то есть вы сбегали 20 раз в Сбербанк, открыли спецсчет, подписали все, подключили токен, что сделать непросто на самом деле, особенно если вы не бухгалтер. Вам нужно будет постоянно висеть на линии со Сбербанком. В итоге у вас все заработало, все отлично. Те, кто становится победителем не первый раз, такие как мы, он у нас уже существует с 2017 года, этот спецсчет, то есть нам этого делать не надо.
После того, как все готово, вы отправляете договор на подписание в фонд, и он уходит туда. Но по опыту я вам скажу так. Вот у меня счет есть, мне его открывать не надо было. Тем не менее, все равно есть вот такая вот техническая пауза по работе с фондом. То есть вот у меня, например, реализация проекта начинается с 1 июля. У меня договор еще не подписан. Соответственно, денег нет. Я прекрасно понимаю, что их сейчас и не будет недели две, это точно. Они придут там, ну, пока вот он там подпишется, пока придет ко мне, пока я его подпишу, пока он идет обратно, пока придут деньги. Это все равно время. И, как ни странно, это время особо у фонда не меняется. И к этому надо быть, опять-таки, морально готовыми. Здесь мой совет. Если реализация проекта идет с 1 июля, значит, она у вас и начинается с 1 июля. И не ждите деньги. Начинайте работать. Договора оформите также с 1 июля на весь срок реализации проекта. Деньги поступят, деньги перечислите. Вот и все. Собственно, не ждите, когда там что-то вам придет. Вы работаете над проектом, ведете его. Деньги они будут, они забронированы в фонде, они никуда не денутся, они к вам точно придут. Поэтому ваша задача сейчас приступить к реализации проекта, не упустить ничего. Каждый свой шаг фотографируем, все делаем, чтобы потом в дальнейшем вам было легко читаться. Я думаю, что в дальнейшем, когда уже непосредственно договора будут подписаны, и у вас откроется в меню вот эта вот отчетность, где мы сможем пройти в этот отчет сам по себе и увидеть, да, их два там будет висеть, и финансовый, и аналитический, посмотреть, что нас ждет в будущем, да, как мы будем отчитываться, какие графы нам надо будет заполнять, что нам нужно будет приложить, какие документы загрузить. То есть это надо будет видеть, и к этому надо опять-таки готовиться заранее. Если вы заранее будете готовы, у вас и отчетность, и все будет на ура, и проект реализован. Я, наверное, здесь закруглюсь. Мне вообще не слышно никого, ничего, никак. А мы вас очень хорошо слышим. Да. Если есть вопросы, пожалуйста. Да, вот здесь есть вопросы, я сейчас их озвучу, они в чате у нас задаются. До какого надо заключить договор? У меня сейчас проблемы с банком, попался некомпетентный сотрудник. Я скинула горячую линию Сбербанка вам. Это именно для грантополучателей. Ну вот Анжелика может добавить что-то. Я вам отвечу и скажу одно. Значит, нужно вдохнуть, выдохнуть. И четко в голове держать одно. После гранта жизнь есть. Она 100% есть. После Сбербанка она есть после пандемии. Она в любом случае есть. Ваша задача одна – шикарно реализовать проект. Что касается Сбербанка, то, что сейчас Сбербанк, вот это вот, ну, это ерунда по сравнению с первым конкурсом, с которым нам пришлось столкнуться. То есть епархия, а мы сейчас говорим о епархии Русской Православной Церкви, мы открывали этот счет 1,5 месяца, понимаете? 1,5 месяца! У нас дошло до того, что мы примчались с главным бухгалтером в отделении Сбербанка, взяли там в заложники начальника отдела и позвонили в фонд президентских грантов. И я сказала своему куратору, знаете, мы тут вот взяли в оборот, потому что уже никак. А у них технически не срабатывало. Они видят, что мы заходим, а на самом деле мы не заходим. То есть вот такие технические проблемы были. Техподдержка у них сидит в Новосибирске, связи нету никакой. Но с тех пор за 3 года они усовершенствовали все. В любом случае проблемы будут. Со Сбербанком не думайте, что вы сделаете это. Вот Ольга Анатольевна сказала за 4 дня, ну это просто, я не знаю, памятник и Сбербанку, и Ольге Анатольевне не можно поставить, потому что, ну это очень длительный процесс был тогда. Сейчас он, может быть, ускорился, но надо быть морально готовыми, что Сбербанк он будет висеть. 1. 2. Сбербанк будет висеть, поэтому я говорю всем обязательно районникам, улусникам, пожалуйста, не уезжайте, пока вы не закончите все со Сбербанком. Вот это вот очень важно. Потом, как только у вас договор будет заключен, деньги поступят, да, вот тогда уже можно будет уехать. Опять-таки вопрос, где находится у вас бухгалтер, сможет ли он проводить ваши счета там. Если нет интернета, значит не сможет, значит нужно найти человека здесь. Хорошо, спасибо. Еще вопрос, Анжелика, с какой суммы гранта начинали и может ли договор подписать уполномоченный человек по нотариальной доверенности? Ну вот здесь вопрос по нотариальной доверенности. Может быть, это вот как раз
Может быть, Александра Иннокентьевна, да, ответит. Да, может быть, Мы Александр. начинали, в 2000, если говорить о президентских грантах, 2016 год у нас был 998 тысяч. Первый грант пришел. Все остальные Хорошо. гранты шли до 3 миллионов. Дальше нам не советуют ходить по гранту в доп. Офис на Дзержинского, совет друга. Лучше на Кирова все сделать. Но мы на Кирова открывали. Значит, внимание, все идем на Кирова. Точка. Никуда Да. больше не идем, идем только туда. Угу. И, кстати, там вполне, в свое время были такие сотрудники, которые с нами уже съели не один пуд соли. Я думаю, что там они разберутся. Ну, да, идем только на Кирова, это точно. Да, и про то, что за 4 дня вот нам удалось открыть в 2018 году, в июне, спецсчет только потому, что у нас очень настойчивый бухгалтер. Вот 3 дня в жару я просидела там в очередях, и специалист, как вы наверху пишете, они не то чтобы некомпетентны, особенно, наверное, в администрации, в административных центрах, да, они не знают, что такое спецсчет. Вот просто не знают. Это такая новая категория для них, что за спецсчет, что за президентский грант и так далее. И на 4-й день я позвонила бухгалтеру, которая приехала, построила вот так вот всех и рассказала, провела им лекцию от господина Кириенко, Чукалина, фонд президентских грантов, бюджет и так далее. И вот тогда выстроилась цепочка, представьте, это город Иркутск, 2018 год. И сейчас сталкиваются наши коллеги, и форс-мажор, сейчас еще добавлю, со Сбербанком у нас был вот такой в прошлом году. В прошлом году налоговая со спецсчета Да, у нас это многим было. снимает 24 тысячи рублей за какую-то там задолженность. Нас ставит в известность об этом фонд президентских грантов. У нас, если честно, шок. Я прихожу в налоговую, мы начинаем выяснять, опять же, с бухгалтером, и здесь нужно все-таки найти волонтера-бухгалтера, я советую. И мы написали жалобу, вот прямо жалобу на эти 24 тысячи. В течение 3 месяцев нам восстанавливали. Действительно произошла ошибка. И такое тоже возможно. И поверьте, когда я звонила куратору по финансам фонда президентских, мне сказали, ничего страшного, это обычная практика налоговой. Мы к этому привыкли спокойно, без стрессов. Вот действительно, я соглашусь с Анжеликой, жизнь продолжается. Не надо стрессовать, очень спокойно включать разум, и всегда есть совет друга. Посмотрите, мы все попадали в какие-то вот такие ситуации. Сейчас я, наверное, передам слово как раз уважаемой Александре. Я хотела бы вот ответить, кстати, тут вопрос. Правильно ли я поняла, что если контрольная точка не будет достигнута, то на следующий этап деньги перечислены не будут? Да, вы правильно поняли. Контрольную точку надо достигнуть, надо доказать, что вы ее достигли, то есть отчет аналитический. Как только аналитический отчет принимается, деньги приходят на второй этап. У вас там будет написано, там отчет принят, замечания отсутствуют, значит все, ждите, деньги пойдут. Буквально там день-день они скидывают. Ну все, я с вами прощаюсь, будут вопросы, звоните. Спасибо. Телефон напишите в чат, Хорошо. Александре передаем слово, и тут вопросики, наверное, они к вам. Активация токен делать лучше на своем рабочем компьютере или можно в других компьютерах, так как интернет в нашем поселке в определенных местах очень медленный, да? И кто-то еще пишет, с бухгалтером ли лучше ехать туда, это, видимо, в Сбербанк, да? Вот, и, может быть, ответьте на эти вопросы. Просим вас. Здравствуйте, меня слышно, да? Да, слышно. Меня слышно. Здравствуйте всем, поздравляю всех с победой большой. Наш ресурсный центр уже с 2017 года занимается сопровождением как раз победителей фонда президентских грантов. И к этому времени у нас наработан уже достаточно большой опыт сопровождения. Но сразу скажу, что в 2017 году, если сравнить 2017 год и сегодняшний 2020 год, подписание договора, я думаю, сейчас уже действительно ускорилось. И благодаря тому, что работники Сбербанка теперь уже тоже знают, что такое грантополучатели. Если в 2017 году они вообще не знали об этом, то там одна девушка была, которая более-менее отвечала, а остальные вообще ничего не знали, то сейчас они уже
когда обращаемся, вот в оперзал приходим на Кирова 29, уже многие знают, что такое грантополучатели, и сразу же направляют к определенному работнику, который уже действительно вот расскажет, подскажет, если что им нужно. И в то же время появилось очень много методических материалов, которые в помощь грантополучателям. Ну, например, как выпустить электронную подпись. Сразу скажу, что нужно вот сейчас все это делать автоматизированно, можно не сходя с рабочего места все это сделать. То есть для этого нужно просто сходить один раз в банк на Кирова 29 и получить токен. Вот такой токен. И его активировать самостоятельно на основании инструкции. Ну, сказать легко, конечно, а на самом деле это нужно настроить компьютер как минимум. И поэтому вот спрашиваете, да, с рабочего компьютера, конечно, лучше с рабочего, именно с того компьютера, с которого будете загружать все аналитические отчеты тоже, желательно. Хотя на самом деле это все в интернете, и в принципе это можно с любого компьютера, наверное. Но я думаю, что как минимум CryptoPro должен стоять, то есть программа, то есть, которая умеет распознавать, расшифровывать токены. Она должна быть загружена в компьютер. Вы можете к нам обращаться по этим поводам или обращаться в техническую поддержку Сбербанка. CryptoPro называется программа. Но это программа, которая, она 3 месяца работает бесплатно, потом ее нужно покупать лицензию в удостоверяющем центре. Стоит она бессрочная от 1000 рублей. То есть бессрочно один раз поставили на компьютер, и она работает вплоть до того, как компьютер не сломается. Ну, если даже компьютер сломается, его можно будет перевести лицензию на другой компьютер. То есть это бессрочная лицензия. Один раз просто устанавливается, и все. Но она, конечно, действует до того, как выйдет другая версия этого CryptoPro, которая более совершенная, скажем так. Это вот все технические моменты. Ну, тут уже много сказали о том, что нужно заключить договор, сколько времени на это потребуется. Действительно, очень много времени требуется на заключение договора. Это все как-то непривычно, наверное, особенно для тех, кто первый раз получил грант фонда президентских грантов. Потому что все это делается в электронном виде. Для начала нужно выпустить электронную подпись, вот этот сертификат выпустить. Затем с этим сертификатом подписать договор, который находится на другом сайте. Он находится на сайте фонда президентских грантов. Вы его видите, за ним следили, там заполняли заявку. Теперь вы, поскольку вы победители, у вас уже там открывается опция договор. Но договор вы подписываете не там прямо, а подписываете на сайте Сбербанка. На сайте Сбербанка. Поэтому это понять было очень сложно первым грантополучателям. То есть нужно настроить маршрутизацию. Все это очень кажется, что сложно, но на самом деле, если набить руку, действительно это потом уже пойдет, вы войдете в колею, и вы с помощью этой маршрутизации будете подписывать любой документ, не то что там какие-то там отчеты. Вообще любую платежку, под любой платежкой вы будете скан первичного документа загружать и подписывать. И все это появляется автоматически, параллельно появляется на сайте фонда президентских грантов в качестве финансового отчета. А вот аналитический отчет вы загружаете на самом сайте фонда президентских грантов. Так, может быть, я чуть-чуть... у вас на сайте все это есть, все инструкции. Посмотрите, пожалуйста, если у меня получится загрузить демонстрацию экрана или нет. Да, вы можете демонстрацию экрана сделать на зелененькую кнопочку. Угу. Вот, посмотрите, что нужно сделать. Тут есть вопросы, ответы. Это все на ваших сайтах тоже есть, на вашем договоре. Часто задаваемые вопросы по процедуре заключения договора.
И тут вот вопрос был, как, например, кто может подписать договор, да? Есть, на этот вопрос тоже есть ответ уже, смотрите. Как ускорить и кто может подписать, все это тут есть. То есть доверенное лицо может подписать договор. Тут написано. Но для этого токен нужно выпустить на это доверенное лицо. То есть не на руководителя, а на доверенное лицо выпустить токен, и он будет уже подписывать согласно доверенности. Дальше уже есть еще следующие вкладки, например, как заключить договор. Вот. То есть как можно подписывать, маршрут делать, все это есть уже инструкции. Это все на сайте. Также есть, вот как нужно заключить. Вот до 25 июня рекомендованный срок заключения договора. То есть он уже вчера закончился. Подготовка документов. Все ли вы заключили, подготовили документы, то есть, да, какие нужны. То есть нужно проверить в первую очередь 1000 рублей. То есть если у вас задолженность по налогам в бюджет свыше 1000 рублей. Если у вас задолженность есть, то нужно срочно погасить и затем обратиться в налоговую за получением справки. Эту справку нужно будет загрузить. Все это у вас есть. Затем уже нужно будет документы. Какие документы? Во-первых, документы, ну, как стандартно для получения электронной подписи нужны документы организации. Это для банка. Если вы уже заключили договор с банком, то как бы эти документы не требуются. Они уже знают, какие у вас есть уже эти. То есть у них уже есть документы, ваши документы. Кроме этого, нужно еще скан паспорта и скан СНИЛСа руководителя или доверенного лица. То есть все это вот у вас тоже есть, и телефоны. Тут варианты, смотрите, к какой вы группе победителей относитесь. Если у вас специальный счет уже есть, то просто нужно, как говорится, активировать его, да, заново. А если нету никакого счета, то нужно сначала идти в банк, открыть расчетный счет или сразу открыть специальный счет. Но лучше открыть расчетный счет и еще к нему специальный счет, чтобы удобнее было. Потому что может быть софинансирование, а софинансирование лучше как бы зачислять на расчетный счет, не на специальный. Сразу скажу, что вот, да, бывают случаи, когда налоговая может снять задолженность, она для налоговой или для фонда социального страхования или для пенсионного фонда абсолютно безразлично, с какого счета задолженность снимать. Они спокойно могут снять и со специального счета. А потом уже фонд президентских грантов выставляет задолженность уже победителю, то есть грантополучателю. Это очень неприятно. У нас такие случаи тоже были. Я в связи с этим хочу, чтобы вы все проверили, то есть я предлагаю всем проверить бюджет еще раз, потому что бывают там неточности, бывают неправильно рассчитанные взносы, страховые взносы. То есть они недостаточно рассчитаны, как скажем так, да? То есть в таком случае вам придется за свой счет восполнять пробел. То есть за свой счет уже оплачивать все страховые взносы, которые вы не досчитали. И бывает так, что неправильно рассчитали ставку взноса по несчастным случаям или профессиональным заболеваниям. Она у всех варьируется. Это не 0,2 твердая стоит. А если организация, допустим, община коренных малочисленных народов Севера, то тогда у них, возможно, может быть больше даже. Может до 8% доходить взносов по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям. А если вы указали, то есть рассчитали из ставки 0,2, то есть организация до этого, допустим, ни разу не начисляла зарплату, и поэтому она даже не знает, какую взнос у нее, и просто ставит.
я рекомендую вам проверить. И пока есть еще время, тут же пересчитать статьи в бюджете и как бы все пересчитать и поставить новые показатели. Но в пределах, конечно, заявленной суммы. И, конечно, лучше не выходить за пределы бюджета, то есть за пределы статей бюджета. Потому что, когда вы будете делать платежи по вашему проекту, то у вас каждый раз будет выходить, сколько денег осталось по какой-то статье. А перекинуть со статьи на статью можно только через диалог с фондом президентских грантов. Просто так вы перекинуть со статьи на статью не получится. Но внутри статьи можно как-то еще, конечно, там считает уже. Даже внутри статьи все равно нужно вести диалог, писать письмо и делать это лучше как можно раньше. Потому что тоже у нас были такие случаи, когда пока писали, пока согласовывали, проект уже закончился. А как только проект заканчивается, он заканчивается прямо день в день. Даже то есть, может быть, дадут там несколько дней для завершения расчета, но не более. То есть он закрывается и все, и вы не сможете ничего сделать с этим счетом, остаток денег вы снять не сможете. Их нужно будет только отправить обратно в фонд президентских грантов. Остаток недоиспользованной суммы. А если вы недоиспользуете сумму, то, как говорится, тоже не очень хорошо. Это значит, вы процент какой-то мероприятий, ну, как бы вынуждены были реализовать либо за свой счет, либо вообще не реализовать. Но по аналитическому отчету, конечно, они будут судить об этом, то есть они посмотрят, достигли ли вы показателей, которые вы сами же, конечно, сами же определили и сами же обязались это выполнить в контрольно-ключевых точках. Но пока вы пишете заявку, это, может быть, кажется чем-то нереальным, возможно, да, где-то в отдаленном будущем. Но сейчас уже вы подписываете договор, и вы будете обязаны достигнуть всех этих показателей. Как говорится, прям кровь из носа. То есть нужно будет взять, как Анжелика советует, фотоаппарат и каждый день фотографировать. Потому что требуют не только финансовые отчеты, сканы первичных документов, требуют еще фотографии. Если вы, допустим, заложили в проекте приобретение оборудования, то нужно будет обязательно сфотографировать это материальный объект, который вы купили, приобрели за счет фонда. То есть счет, акт, плюс еще фотографии самого фонда, то есть самого объекта фонд подаете. И это нужно сделать именно той датой, когда купили, желательно, а не потом. Потому что тоже были случаи, тоже в одном проекте у нас, который мы сопровождали, даже было, они разрешили построить маленькие объекты, ну, то есть какие-то вот, ну, небольшой дом, но маленькие вот сооружения, скажем так, построить разрешили. Было предусмотрено в проекте. Но поскольку там были сложности со сдачей аналитического отчета, потому что они вовремя не сфотографировали. Не сфотографировали только после того, как уже построили. А поскольку им, видимо, никто не сталкивался с этим, куратор уже требовать начала еще, значит, фотографии начала строительства. Но время-то уже прошло, как они могут вернуть это время и начать сфотографировать. Если бы было машина времени, скажем, было бы замечательно, но, как говорится, время уже упущено, а новые фотографии, то есть похожего, это уже очень сложно сделать, если это строительство касается. Поэтому те, у кого строительные какие-то мероприятия есть, а такие есть, я знаю, грантополучатели, которых мы консультировали даже, и у которых есть строительство каких-то вот малых сооружений. Будьте осторожны, вы обязательно фотографируете начало строительства. И прямо ход строительства можно фотографировать, чуть ли не даже видео делать. Но это очень хороший даже задел для того, чтобы, может, в будущем даже можете стать и блогерами, может быть. Так. Ну, то есть, если вы будете регулярно постить и в Инстаграм, и в YouTube, то практически вы уже станете блогерами.
Ну, может быть, и это будет хорошо и для будущих ваших проектов. Так, Да. еще... Угу. Если есть вопрос, спасибо большое, вопрос есть? Александра. Да? Угу. Пишите вопросы. И хочу еще сказать насчет ноутбуков. Вот в MacBook'е, да, Apple фирмы, невозможно вставить токен. И поэтому, если у кого есть такие, так скажем, крутые ноутбуки, то вы можете точно понять, что вот эта американская система, то есть Сбербанк не поддерживает вот эти вот системы для, видимо, в порядке безопасности и конфиденциальности, я так думаю. Поэтому обычный ноутбук, обычный компьютер, и действительно хорошо, если доступ к этому токену будет у руководителя. У нас вот есть бухгалтер, но токеном владею только я. То есть платежные поручения, аналитический отчет, прикрепить все файлы. Это все через вот этот вот зелененькую флешку. И вначале, если честно, когда в первый раз это делаешь, не укладывается в голове, как это я с помощью флешки могу подписать договор, отправить акт, или платежные какие-то поручения, да, отчетность, прикрепить какие-то файлы. Это мы не понимаем, особенно те, кто не финансисты. Александре, наверное, это все доступно и понятно, там, у кого есть ЦП и так далее, а вот те, кто впервые, действительно, здесь немножко нужно поработать со своим умом. И еще хочу сказать, что фонд президентских грантов разрешает использовать экономию, или вот сейчас в пандемию мы не смогли полететь в Тюмень, например, да, физически, и тогда мы сэкономили, допустим, 45 тысяч на авиабилеты, на проживание и на командировочные расходы, командировочные только штатным сотрудникам. Если мы сэкономили и провели семинар для сотрудников, допустим, ресурсного центра онлайн, то эти средства фонд президентских грантов абсолютно в договоре это прописано, может вам разрешить направить на другие статьи расходов. Понимаете? Кроме того, было постановление председателя правительства Российской Федерации, указ Владимира Владимировича Путина о мерах поддержки малого среднего бизнеса и некоммерческих организаций. Сейчас нам, тем, кто является получателями гранта Фонда президентских грантов, разрешается использовать неиспользованную и сэкономленную сумму средств на аренду, коммунальные расходы, оплата услуг, приобретение средств защиты, если они у вас прописаны, конечно. То есть мы не можем придумать новую статью расходов, но мы можем ее увеличить за счет сэкономленных средств. В прошлом году мы сэкономили 65 тысяч на поездках именно за пределы Республики Саха-Якутия. И мы написали в обосновании тот факт, что разрешите нам поехать в Калугу и принять участие в форуме, в социальном форуме. Полностью эту сумму мы истратили на поездку и презентацию нашего ресурсного центра на форуме «Вместе ради детей», который проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. То есть, с одной стороны, мы вам сегодня несколько раз сказали, что шаг вправо, шаг влево, расстрел, но с другой стороны, вы должны понимать, что Фонд президентских грантов – это наши друзья. Да, это наши контролеры, они наши грантодатели, но это наши друзья. И они точно войдут в ваше положение. Заранее письмо, заранее по форме, по ключевым точкам и по бюджету, и тогда вам разрешат. А не так, что у меня сэкономленная сумма была, и я поехал на Канары. Тогда не целевое использование средств, конечно. Да? Мы все делаем заранее, мы дружим и так далее. Ну, я еще раз благодарю всех за участие. Токен получает только один человек. Ну да, Александра, токен получает же один человек или доверенное лицо тоже? Токен может получить руководитель, но по доверенности может получить и другой человек, да, в принципе. Это на получение только. А вот выпустить нужно будет по другой доверенности. То есть там доверенности разные. Если вот на выпуск хотите именно доверенное лицо, которое будет подписывать от своего лица будет подписывать,
то тогда нужно доверенность по форме. Все это Мгм. вот на сайте тоже есть по специальной форме. А если просто получаете, то есть доверенность, то есть токен выпущен на руководителя, а приходит другое лицо просто по доверенности, там просто обычная доверенность на материальный объект, на получение материального объекта. Хорошо, Мгм. спасибо еще раз, Александр. Вам Какие спасибо. есть вопросы, пишите. Я вас еще раз поздравляю. Здорово, когда ресурсные центры также являются получателями грантов, фонда президентских грантов. И сейчас обратная связь на ваши эмоции. Внизу в Zoom есть такой смайлик реакции. Если вам понравилась сегодняшняя наша встреча, вы можете либо похлопать в ладоши, либо поставить лайк. И я такое предложение сейчас хочу внести. Давайте мы встретимся на следующей неделе, когда будем проводить со Сбербанком встречу обучающую. Я приглашаю также Александру, Анжелику, другие ресурсные центры, для того, чтобы мы опять же позадавали вопросы. Если вам этот формат понравился, то мы будем, я вижу лайки, пошли лайки. Очень хорошо, давайте, я вижу. Мне кажется, вопросы будут копиться. Мы физически не присутствуем в нашем офисе из-за коронавируса. Мы пока еще соблюдаем дистанцию. И мы знаем, что у нас есть товарищи, которые в общественном центре уже переболели этим заболеванием. Слава богу, что все хорошо у всех. Но мы пока еще будем осторожными, да, и поэтому онлайн. Вы нам пишите, звоните, телефон чуть раньше мы указали, и тогда на следующей неделе ориентировочно себе поставьте четверг в 11 утра. Если что, мы возьмем все ваши телефоны, я думаю, Министерство по делам молодежи, и сделаем вам рассылочку, приглашение в Zoom, да, тема будет встреча со Сбербанком, вопросы-ответы, готовьте вопросы. Всем спасибо за участие, еще раз поздравляю. Всего вам хорошего, берегите себя, здоровья. Команде Единого ресурсного центра спасибо за участие и организацию. Пока.